So we see so often in Zechariah how it talks about in that day. Итак, в книге Захарии мы часто видим выражение «в тот день». And it keeps repeating the same words in that day, in that day. И эти слова повторяются снова и снова, и будет в тот день. Because that's when the new dispensation begins. Потому что именно с этого момента, или с этого момента, который здесь называется тот день, начинается новый отрезок времени в плане Божьем. There's actually 3 dispensations. Таких характерных периодов всего 3. The one that before the cross, the one that is, and the one to come. То, что было до креста, то, что сейчас есть, и то, что еще будет. There's not 7 dispensations, as some people say. Некоторые говорят, что таких диспенсаций или промежутков времени их 7, но на самом деле это не так. There's 3 important time events in history. В истории есть 3 важнейших события. And we see the new dispensation coming. И здесь мы видим, как наступает новая эпоха. The new time, the time when God's kingdom is going to be manifest. Новое время, когда Царство Божие будет проявляться по-новому. And when we said the earth is going to be full of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Как мы говорили, в это время земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. And we saw how the living water will come from Jerusalem. Мы также читали, что из Иерусалима потекут живые воды, And it'll go in 2 directions. которые потекут в 2 направлениях. It'll go in the east and in the west. На восток и на запад. The east to the Dead Sea, and the west to the Mediterranean. На восток в направлении Мертвого моря, на запад в направлении And Средиземного. this fountain of water will always flow. И этот источник воды будет литься постоянно. And that's really also a picture of the water, is a picture of Christ giving us life. И это тоже, эта вода, это тоже прообраз Христа, дающего нам жизнь. Because He is that living water. Потому что Он и есть эта живая вода. We mentioned that the people of Israel in Jeremiah, they forsook God, the fountain of living water, and they made to themselves cisterns which hold no water. Мы упоминали эти стихи из пророка Иеремии, где написано, что народ Божий оставил Бога, источник воды живой, и высек себе водоемы, которые не могут держать воду. And that's what men do. They reject the true water, and they make themselves cisterns which can hold no water. Именно это и делают люди. Они отвергают живую воду и высекают себе водоемы, которые не могут удержать воды. With all these religious systems that men invent. Именно это и происходит во всех религиозных системах, которые люди изобретают. Whether it be from the Talmud and the Mishnah. Это могут быть системы, основанные на Талмуде, на Мишне. Or even so-called Christian tradition that's not based upon the Bible. Или же это могут быть системы, основанные на так называемой христианской традиции, которая в свою очередь не опирается на Библию. Christian tradition is important. Христианская традиция это что-то важное. But tradition means actually that which has been handed down. Но традиция это на самом деле само слово означает передача из одних рук в другие. And what has been handed down is Scripture. И то, что нам передано, это Писание. And I hope every single message will understand that we're trying to point people to the Scriptures. И я надеюсь, что это понятно, что в каждой проповеди мы пытаемся направить людей к Писанию. Because the Scriptures are God speaking to His people. Потому что Писание это Божье Слово, которое Бог говорит к своему народу. And it's the only authority in our lives. И это единственный авторитет в нашей жизни. And then we mentioned also that the Lord, He will be king. И мы также говорили о том, что говорится в пророчестве, что Господь будет царем. The Lord, Jehovah, He's going to be king. Господь Бог будет царем. In fact, the Lord is the Messiah. Господь, Он и есть Мессия. Because He's got both God and man. Потому что Он одновременно и Бог, и человек. Two natures, two distinct natures, and one person. У Него есть 2 отдельных природы, но при этом они объединяются в одном человеке. Human, divine. Есть божественная природа, есть человеческая природа. Remember, He never ceased to be who He was because of what He became. Став человеком, Он не перестал быть Богом. And we, in verse 10, the earth is going to change. В 10 стихе мы читаем о том, что изменится земля. And God's going to bless His people. In verse 11. В 11 стихе говорится о том, что Бог благословит свой народ. And then it talks about, then it goes back
to the people who are attacking his people. И затем речь снова идет о тех, кто воевал против Иерусалима, против народа Божьего. And we mentioned how there's going to be a plague that hits them. A plague? Plague that's going to hit the people. И здесь говорится о поражении, которое постигнет этих людей. Their flesh is going to melt. Их плоть, здесь написано в русском переводе, у каждого исчахнет тело его, плоть истает. While they're standing upon their legs, it says. Когда он еще стоит на своих ногах. Not just the flesh, but their eyes will melt in their sockets. Глаза у него истают в яминах своих, то and есть the tongue will melt in its. The tongue will melt. И язык его иссохнет во рту у него. In the mouth. Во рту. And it's interesting. Интересно. The tongue, maybe they speaking against God. They spoke against him. Почему говорится о языке? Возможно, потому что эти люди говорили что-то против Бога. And yet the tongue is now no longer able to be used. И этот язык больше не сможет ворочаться во рту. And maybe the eyes, maybe they saw bad things, and now the eyes are no longer to be used. Может быть, эти глаза упоминаются здесь просто потому, что они смотрели не те вещи, на которые нужно смотреть, и теперь эти глаза истаивают. Because if we don't do things to the glory of God and do things in a way that pleases God, we will not succeed. Если мы не живем для славы Божьей, у нас не будет успеха в наших делах. We will fail. Мы потерпим неудачу. And that's true in history, isn't it? Это было всегда в истории. Так. People who have tried to fight against God, it's usually that they fail. Обычно те, кто пытался идти наперекор Богу, не просто обычно, а всегда эти люди в конце концов терпели неудачу. Like, do you know there's a magazine in America called Time magazine? Например, в Америке издается журнал Time. No, sorry, Time, but there's also Newsweek. Простите, не Time, а Newsweek. And Newsweek now, the last article is an article against Christianity. Последняя статья в Newsweek посвящена христианству. В последнем номере. It's against the New Testament. То есть, спросите, она против христианства, и она противоречит Новому Завету. And you know, the New Testament is going to outlast Newsweek. Вы знаете, Новый Завет, в конечном счете, за ним будет последнее слово, а не за Newsweek. Because Newsweek is closing down, their printed edition is ended. Потому что Newsweek, как издание, закрывается. В печатном виде его больше не будет существовать. But the New Testament will still, and the Bible will still be the #1 bestseller in the whole world. Но Новый Завет и Библия полная будут продолжать оставаться по всему миру самым главным бестселлером, который распродается наибольшими тиражами. Because no one can fight against the Lord and succeed. Потому что никто не может воевать с Богом и преуспеть в этом. They will all be defeated before this powerful God, who is the Lord of hosts. Господь, Бог воинств, поразит своих врагов. Whether it be the religion of atheism or they try against philosophy, they'll all be defeated. Это может быть атеизм, это может быть какая-то религиозная философия, что бы это ни было, все это обречено на поражение. Look at America. 26 people were killed yesterday in America. Смотрите на Америку, 26 человек вчера было убито. Isn't that in a school? Isn't that so bad? Это ужасно. And people say, where is God? Люди спрашивают, где же Бог? Well, you took God out of your schools. Ну, вы Бога убрали из своих школ. You took God out of your society. Вы выбросили Бога из вашего общества. You chose the darkness. You rejected the light. Вы избрали тьму, вы отвергли свет. And you wonder why these things happen? И вы удивляетесь, почему все это происходит. Someone said, we stopped teaching our children the Ten Commandments. Кто-то сказал так: мы перестали обучать наших детей 10 заповедям. We want to be free from God. Мы хотим быть свободны от Бога. Then you have to take the consequences. Тогда придется платить по счетам. Because God's judgment will come. Потому что Божий суд придет. These nations that came against Israel, do you think they were godly nations that they love the Lord? No, they hated the Lord. Все народы, которые воевали с Израилем, вы думаете, это были благочестивые народы, люди, которые любили Бога? Нет, это были богоненавистники. And that's why they fought against, as it were, Jerusalem, the symbol of God's presence in the world. И поэтому они выступали против Иерусалима, который символизирует присутствие Бога в нашем мире. And then we saw also in verse 13
В 13 стихе мы также видим. I'm sorry I have to go a little bit back because there's only 21 verses in the chapter and we're going to finish tonight, God willing. Извините, что я немножко повторяюсь, но в этой главе всего 21 стих, и если Господь позволит, то сегодня мы закончим ее разбор. And we saw in verse 13 how the people are actually also going to fight against each other. It says in that day. И здесь написано, и будет в тот день, 13 стих, Захария 14:13, и будет в тот день. Произойдет между ними великое смятение от Господа, так что один схватит руку другого, и поднимется рука его на руку ближнего. То есть они воюют друг с другом. Each man will be against his friend. Друзья начнут воевать друг с другом. Like it was, remember Saul against the Philistines, as we mentioned, and the Philistines, they fought each other and killed each other. Это нечто подобное тому, что происходило во время войн Саула с филистимлянами, когда филистимляне начинали сражаться друг с другом. Behold, every man's sword was against his fellow. Меч человека был поднят против его друга. And there was very great confusion. И была страшная путаница и замешательство. And it's the same word in verse 13 that the Lord is going to, there will be a great confusion. И то же самое слово смятение здесь в 13 стихе. От Господа. Among the people who come against Jerusalem. Произойдет между ними, между теми, кто идет войной против Иерусалима, великое смятение от Господа. But the Lord will give the victory to His people. Но Господь даст победу своему народу. Because we will triumph. Потому что мы одержим победу. Even though it's like we're small in number. Даже если нас немного числом. And we're weak. И если мы слабы. But we have the Lord on our side. Но Господь на нашей стороне. If God before us, who can be against us? Если Бог за нас, то кто может быть против нас? And the Bible says through Christ we're more than conquerors through Him loved us. И Библия говорит, что во Христе мы более чем победители силой возлюбившего нас. And so God's people will triumph. Итак, Божий народ восторжествует. And the nations will come, as it were, to Jerusalem. И народы не придут в Иерусалим. In the future. They will not come. They will come. А народы в будущем придут в Иерусалим. You know, we mentioned also that how the people will give, like remember when the people left Egypt and the people gave them gold and silver and precious things? That will happen also in the end. Вы помните, когда народ уходил из Египта израильский, и он получил золото, серебро и драгоценности, в конце произойдет то же самое. As it says in verse 14. В 14 стихе это написано. And the nations will bless the people of God. Что народы благословят народ Божий. And then it mentions also in verse 15. 15 стих. It talks about there'll be also a plague on the mules. Будет такое же поражение и коней, и лошаков. And the donkeys and the beasts which are in their camps. И верблюдов, и ослов, и всякого скота, который будет в станах у них. In other words, the Lord is also going to destroy the transportation of these nations that come against Israel. То есть Господь уничтожит транспорт всех этих народов, которые выйдут воевать с Израилем. And so that they'll not, so they, when people come against His people, they will not succeed. То есть, когда выступят люди против народа Божьего, они не добьются успеха. And we see how the Lord gives His people victory without even one shot, as it were, being fired. И мы видим, как Господь здесь дает своему народу победу без единого выстрела, так сказать. Because God is sovereign. Потому что Бог держит все в своих руках. And He's in control. Он все контролирует. And that's why the Bible tells us we shouldn't be anxious, we shouldn't worry, we shouldn't fear. И поэтому Библия нам говорит, велит не беспокоиться, не тревожиться, не переживать. Because God is God. Потому что Бог есть Бог. It's so sad when people make a picture that really man is in control of everything and we're in control of our own lives, when in fact it's God who's in control of everything and He's in control of our lives. Так грустно, когда люди изображают реальность такой, что будто бы человек управляет жизнью и все контролирует, все держит в своих руках, в то время как на самом деле Бог держит все в своих руках. And then in verse 16, в 16 стихе it tells us about those who survive, who are left from the nations. Говорится о всех остальных из всех народов, которые выживут. They'll be converted.
они обратятся. They'll turn to the Lord. Они обратятся к Господу. The nations will be converted. Народы обратятся к Богу. I sound like post-millennialist now. Сейчас я рассуждаю как человек, который верит в то, что тысячелетнее царство уже сейчас. Or also, it can also be pre-tape. Да, что Иисус придет и установит тысячелетнее царство. So what's going to happen is that after the big great battle is over and the nations are defeated. То есть после того, как это великое сражение закончится и народы будут побеждены, it says every year. Написано, что каждый год the nations will come. So the nations that come. It says then everyone who survives of all the nations that have come against Jerusalem shall go up year after year to worship the King. 16 стих. Затем все остальные из всех народов, то есть те, которые останутся живы, приходивших против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю, Господу Саваофу, и для празднования праздника Кущи. And so, okay, you read a little bit more. So they're going to worship the King. Sorry. То есть они будут поклоняться царю. Who's the King? Кто есть царь? Well, the King is the Lord of hosts. Царь — это Господь Саваоф. The King is the Messiah. Царь — это Мессия. The son of David. Сын Давидов. What's his name? Как его зовут? His name is Yeshua. Иешуа его зовут. You know, a few weeks ago in Egypt, they had a meeting in Cairo in a place called Makatam, the garbage city. Некоторое время тому назад в мусорном городе было одно собрание там в Египте. And they have a massive big church building, as it were, made in the rock. И там большая церковь, которая собирается в скале. And there they kind of praise God. Там они славят Бога. By just saying for 10 minutes, Yeshua, 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 Yeshua. Вот таким своеобразным способом они просто 10 минут повторяют вслух имя Иисуса. Yeshua, then they would clap, then Yeshua, and then that's what they would say. Хлопают в ладоши и провозглашают его имя. A great testimony. Это великое свидетельство. Because that's the name above every name. Потому что это имя, которое выше всякого имени. That's the name that every knee will bow. Это имя, перед которым каждое колено склонится. Even the unbelievers one day will bow before him. Даже однажды неверующие склонятся перед ним. I'm not talking about that they'll bow before him in love or obedience, but they'll have to bow before him. Я не имею в виду, что они обязательно склонятся перед ним в любви и послушании, но так или иначе им придется склониться перед ним. Even those in hell will bow before him. Даже те, кто будет в аду, склонятся перед ним. Every knee will bow and every tongue will confess. Каждое колено преклонится и каждый язык исповедует, that Jesus Christ is Lord. что Иисус Христос есть Господь. To the glory of God the Father. Во славу Бога Отца. And so even the unbelievers will confess. Даже неверующие исповедуют это. Like when the Lord Jesus was taken in the garden. Когда Господь Иисус был взят в саду. And when he said, I am. И он сказал, я есть. It said they went back and they fell to the ground. Написано, что они отступили назад и пали на землю. They fell down before him. Они упали ниц перед ним. And one day every knee will bow. И однажды каждое колено преклонится. And confess that Jesus Christ is Lord. И каждый язык исповедует. Because he is the King, the Lord of hosts. Потому что он есть царь, Господь, воинств. He's the one that was fighting for the people of Israel. Он есть тот, который воевал за народ Израиля. He's the one that it says that I will pour out upon Jerusalem and the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and supplication, and they will look upon him whom they've pierced. О нем написано, что я изолью на жителей, на дом Давида и жителей Иерусалима дух благодати и мольбы, и они воззрят на меня, которого пронзили. So they're going to look upon him. Они воззрят на него. Whom they've pierced, on the Messiah. На того, которого они пронзили, на And he's going to be the Lord of hosts. И он, кто это будет? Это будет сам Господь Саваоф. Actually, it doesn't say look on him. Actually, I'm thinking about something else. It says they will look upon me. Написано действительно так, как я сейчас сказал, воззрят на меня, которого пронзили. I think John puts it like look on him. Иоанн в своем Евангелии цитирует это немножечко But they'll look изменяя. upon me, upon the Lord of hosts, the one who defended the people. They'll be surprised because they'll see in his hands the nail prints.
Но когда они воззрят на него, они будут удивлены, потому что на его руках, в его ладонях они увидят следы от гвоздей, на руках того самого Господа воинств, который будет защищать свой народ. And they'll be weeping. И они будут рыдать. Tears of joy? No, tears of repentance. Что это будут слезы? Слезы радости? Нет, это будут слезы раскаяния. And then the tears of repentance will turn into joy. И затем эти слезы раскаяния превратятся в радость. So he's the King, the Lord, the Almighty. Итак, Он есть Царь, Господь, Бог Всемогущий. And he's our Savior, the Lord Jesus. И Он также есть наш Спаситель, Господь Иисус. Our advocate, our representative. Наш ходатай, наш The представитель. one we can turn to and who is our help. Тот, к кому мы можем обратиться, и тот, кто помогает нам. And everyone is going to come to worship Him. И все начнут приходить для того, чтобы поклоняться Ему. We don't have to wait till that time, we can worship Him now. Нам не нужно ждать этого времени, мы можем начать поклоняться Ему сейчас. What is it to worship? Что значит поклоняться? Well, if you do a survey, many people will tell you all kinds of things. Если провести опрос, то разные люди скажут разные вещи. But literally the word means to fall down before. Буквально слово «поклониться» означает пасть ниц перед кем-то. And it's to love, В знак любви, to adore, в знак обожания, to appreciate, ценить по достоинству to be dependent upon, и быть зависимым или полагаться на кого-то. and to look to. И уповать на кого-то. That is true worship. Вот что есть истинное And поклонение. may we truly worship the Lord Пусть нам Господь даст действительно поистине поклоняться in Ему. a way that brings Him glory. Так, чтобы наше поклонение воздавало Ему славу. Because too much things that are called worship today is just satisfying men's flesh. Потому что сегодня поклонение называется слишком много всего такого, что просто потакает человеческой плоти. And purely human entertainment. И это в чистом виде человеческое развлечение. And it's got nothing to do with humbling ourselves before a holy and a righteous God. И в этом нет ничего абсолютно имеющего хоть какое-то отношение к смирению себя перед великим всемогущим Богом. Because if we truly worship the Lord, Потому что если мы действительно поклоняемся Господу, then we will be different. то мы будем другими людьми. We will be changed. Мы будем изменяться. We can never be the same. Мы не можем остаться прежними. It have an effect upon us. А поклонение Богу возымеет действие на нас. So the nations will go up to where? To Jerusalem. Итак, народы пойдут куда? В Иерусалим. And eschatology is an interesting subject for some of us. Для некоторых из нас учение о последнем времени или эсхатология – это интересная тема. Well, the physical city of Jerusalem, Есть физический Иерусалим. maybe it's got to do with the Jerusalem above, Может быть, он каким-то образом связан с небесным Иерусалимом. but it's true that people are going to go to the king who's in Jerusalem. Но люди пойдут к царю, который в Иерусалиме. And they're going to go to worship the king Они пойдут, чтобы поклоняться and to царю. keep the feast of Sukkot, И чтобы соблюдать, то есть праздновать праздник Кущи. the feast of tabernacles. Праздник Кущи, праздник Суккот. And tabernacles reminds us of the children of Israel in the wilderness, Кущи напоминают нам о жизни народа Израиля в пустыне. but also it reminds us of the Lord Jesus living in this world. Они также напоминают нам о том, что Господь Иисус жил в нашем мире. The Word became flesh and tabernacled among us, like dwelt in the tent among us. В Евангелии от Иоанна написано, что Слово стало плотью и обитало с нами. Слово, которое обитало, у нас в русском переведено, буквально означает «поставило свою кущу среди нас». And it also has a reminder of going through the wilderness on a journey. Этот праздник также напоминает о странстве по пустыне. And everyone's on a journey. Каждый из нас, он странствует в пустыне. It's called the journey of life. Это странствие по жизни. But it ends when they had in mind the promised land. И люди, которые шли по пустыне, народ, они имели цель, землю обетованную. And to get there, they had to cross the Jordan. Для того, чтобы дойти туда, им нужно было перейти Иордан. And for us to enter into our promised land, the physical kingdom of God, as it were, or the spiritual kingdom of God, we need to die, as it were. Чтобы нам войти в Царство Небесное, нам нужно, так сказать, умереть. And some of us will die. И некоторые из нас действительно умрут. We will not be here when the Lord returns. Мы не будем уже на земле, мы не будем живы, когда Господь вернется.
But for the believer, death is a great blessing. Но для верующего человека смерть это огромное благословение. My friend Walid reminded me of a brother who died in Egypt. He was only about 35 years old. Мой друг Валид напомнил мне об одном брате, который умер в Египте, ему было около 35 лет. And the Lord took him, and we're glad, he says. Господь взял его, and we're glad. We're glad. Yeah, we're glad that he is with the Lord is better. И мы рады за него, потому что ему лучше с Господом. And it's true, to be with the Lord is better. И это правда, с Господом человеку лучше. Some of us don't think that because we love this life and this world more than we love actually being in the very presence of God. Некоторые из нас так не думают, потому что нам хочется, мы любим этот мир больше, чем непосредственное присутствие самого Бога. And we need to love more to be in the very presence of God. Sorry. We should love more to be in the very presence of God. Нам должно нравиться больше находиться в присутствии Божьем, чем в этом мире. And so the nations go up to Jerusalem to worship. Итак, народы пойдут в Иерусалим для поклонения. They go to the Feast of Tabernacles, and it's got nothing to do today where we have all these Gentiles coming to Israel to worship at the Feast of Tabernacles. И это не будет иметь никакого отношения к тому, что сегодня иногда люди из разных стран приезжают в Иерусалим для празднования праздника Кущи. It'd be better for them to use the money for the spreading of the gospel. Лучше бы они использовали свои деньги на распространение Евангелия. Than wasting it on tourism and all this other stuff. Чем на то, чтобы просто поддерживать туризм и все остальное. In my humble opinion. По скромному мнению Тони. People are dying, they're going to hell. Люди умирают и идут в ад. And we need to bring the gospel. А нам нужно донести до них Евангелие. And the church is being deceived in wasting precious resources on things which are not really needful. И церкви вводятся в заблуждение, и драгоценные средства идут не туда, куда нужно. People come to Jerusalem to pray, thousands. Люди приезжают тысячами в Иерусалим, чтобы молиться. Believe me, praying in where you live, whether it be Russia, England, America, wherever, is the same prayer, and God hears it just as much as you are in Jerusalem. Поверьте, совершенно неважно, где вы молитесь, у себя дома в России, или у себя дома в Англии, или где-то еще, где вы живете, или в Иерусалиме, молитва абсолютно от этого не зависит. And really, prayer should be from the local gathering, the local church. И молитва должна исходить в первую очередь от поместной общины, поместной церкви. I don't believe these prayer organizations are actually biblical, because the churches are the people who should be praying. Я не думаю, что эти молитвенные служения это что-то библейское, потому что в первую очередь должны молиться церковь. And really, we should be people of prayer. Мы действительно должны быть людьми молитвы. Because God does listen to His people. Потому что Бог слышит молитвы своего народа. And sadly, I confess that I don't pray enough, and we don't pray enough. И я могу за себя сказать, к сожалению, я не молюсь достаточно, и мы все молимся недостаточно. Ella's writing down to remind me. Элла записывает это, чтобы потом напоминать мне. Знаком, как сказать? With an exclamation mark. And so people went, okay, verse 17, it says, so people went up to Jerusalem. 17 стих. Итак, народ приходит в Иерусалим. And it's emphasizing again, it says, now, if any of the families of the earth, and it says in this Septuagint, the tribes of the earth, do not go to Jerusalem to worship the king. И здесь снова подчеркивается, и будет, если какой из племен земных не пойдет в Иерусалим для поклонения царю. And so again, it's emphasizing Jerusalem to worship the king. Опять-таки мы видим здесь акцент на то, что Иерусалим это место, где будет поклонение царю. And if you're confused who the king is again, it's going to remind us again, the Lord of hosts. Если кому-то непонятно до сих пор, кто такой царь, нам здесь опять разъясняется, что это Господь Саваоф. And if you want to know his name is Jesus. И если хотите знать, как его зовут Иисус. It says there will be no rain on them. То не будет дождя у них. So in other words, they had to look to Jerusalem and go to Jerusalem and come to the king to receive blessing. Другими словами, нужно будет приходить за благословением в Иерусалим. Because he is the one who blesses us. Потому что Он есть тот, который дает нам благословение. And the rain also is a symbol of spiritual blessing. А дождь это также символ духовного благословения. And fruitfulness depends not on us, but upon God. Плодоносность зависит не от нас, а от Бога. And when there's a drought, then it's like a curse. И засуха это проклятие. And we mentioned how, look at the desert. In the summer, with all the heat, there's nothing living there. И посмотрите, в пустыне летом ничего не растет.
жару. But when it rains, then flowers grow and there's poppies and all beautiful things. Но когда дождь идет, то растут цветы и самые разные красивые растительности. And it's the same in our lives. We need the living water. То же самое в нашей жизни. Нам нужна живая вода. And we need to drink that water every single day. Нам нужно пить эту воду каждый Божий день. If you try drinking cola every day. Попробуйте жить на коле, пить колу каждый день вместо воды. It's very unhealthy. Это будет что-то очень нездоровое. Water is such a wonderful drink. Вода такой прекрасный напиток. And it really does satisfy you. И она действительно удовлетворяет вас, она напояет вас. And that living water from the Lord is satisfying. Живая вода, которую дает нам Господь, она насыщает нас. And so the nations had to come to the Lord and worship Him and be obedient to Him in coming, and they would be blessed. Народам придется приходить в Иерусалим для поклонения, проявить послушание в этом отношении, и тогда они смогут получить Божье благословение в Иерусалиме здесь. Isn't that true that when we're obedient, we can know the blessings of God? Ведь это так, подумайте, когда мы послушны, мы действительно можем иметь Божье And when благословение. we're disobedient, we'll not know God's blessings. Когда мы не послушны, мы не можем иметь Божье благословение. That's why we need to obey Him, listen to His word. И поэтому нам нужно слушаться Его Слова, быть послушными. Some people say, no, I go according to my heart, how I feel. Некоторые говорят, а я живу сердцем, вот как чувствую в сердце, так и живу. The heart of man is desperately wicked and deceitful above all things. Лукаво сердце человеческое и более всего испорчено. I'm not going according to my heart, I'm going according to what's written in the Bible. Я живу не просто тем, что говорит мне мое сердце, я живу тем, что говорит мне Библия. It's a lot safer. Это гораздо более надежно. And then in verse 18, it talks about the tribe or the family of Egypt. В 18 стихе говорится о племени египетском или о народе Египта. So the Egyptians will also turn to the Lord. Египтяне тоже обратятся к Господу. And remember that the Egyptians were the ones in the Bible who actually persecuted the people of God. Как вы помните, в Библии Египет был именно тем народом, который преследовал народ Божий. And they tried to wipe them out and stop them from multiplying. Египтяне пытались истребить евреев, не дать им размножаться. But now God has transformed the nation. Но теперь Бог преображает эту страну, этот народ. Remember, the children of Israel, they actually left Egypt to go to the promised land. Как вы помните, израильтяне вышли из Египта, чтобы отправиться в землю обетованную. And Egypt also was a symbol, as it were, of this world. И Египет был, можно сказать, символом